В семье Орлана Оржак и Марии Андар 5 детей. Старший уже в 9 классе, а младшему ребенку 2 года. На новогодних каникулах на сходе граждан в селе Аржан Пихемского района решили, семья Орлана и Марии получат корову-кормилицу. И вот в рамках губернаторского проекта они получают корову и теленка. Скот приобретали здесь же, у односельчан, поэтому сомнений в том, что корова станет действительно кормилицей, не было. Ухаживать за своей кормилицей семье нравится. Как призналась Мария, они с мужем еще мечтают о собственной семейной стоянке. Глава семейства в летнее время помогает родственникам-чабанам, так что опыт есть. У нас в селе корова-кормилица, по проекту корова-кормилица получили 3 семьи, 3 многодетных семей, депутаты и вот социальный работник тоже все время поддерживаем семьи, даем советы, контролируем, ухаживаем вместе. Проект рассчитан до 2018 года. С каждой из этих семей заключен социальный контракт, по условиям которого они обязуются передать полученный в течение 2 лет приплод следующему поколению участникам проекта «Корова-кормилица». После этого контракт считается исполненным, и скот переходит в собственность семьи. В Минтруда республики не исключает, что проект может быть продлен и после 2018 года, если подтвердит свою эффективность. Корова – наша кормилица. Мы так счастливы, что участвуем в проекте. От коровы мы получаем молоко, из него делаем творог и сметану, их продаем. Это очень хорошая поддержка для молодых, многодетных семей. Тем временем, не так далеко от Аржана завершается строительство зимней стоянки молодой семьи Бичиол. Решение об их участии в проекте «Кыштак для молодой семьи» также приняли односельчане на сходе граждан. Подходящий возраст, 2 детей, ответственность и умение ходить за скотом. Скоро они в рамках проекта получат 200 голов овец. Поддержка очень хорошая, администрация помогает. Личное огромное спасибо главе республики Шалбану Валерьевичу за поддержку молодых семей. Сегодня семья решает, в каком хозяйстве будет получать скот. И совсем скоро начнется полноценная арадская жизнь. Андрей Бичиол уже знает, где будет заготавливать сено и корма, и не забывает при этом советоваться со старожилами села и родственниками. Денис Трухневич, Игорь Стародумов, телекомпания «Новый век».